Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем буддийский путь. И хотелось бы поздравить всех учеников, студентов, всех обучающихся с Днем Знаний, с 1 сентября, с началом учебного года. И человеку на самом деле очень важно знать, понимать, чтобы ориентироваться в этой жизни. И мы затронули очень интересную тему, очень важный период развития нашей республики, это период ДНР. И сегодня в нашей студии Иргит Отук Юрьевич, кандидат исторических наук, и он защитил диссертацию по теме «Политические репрессии в Тувинской Народной Республике». Здравствуйте, Отук Юрьевич. Здравствуйте. Мы очень рады видеть вас снова на нашей студии. И у нас теперь сегодня будет и очень интересная личность Монгушни Мажаб, который тоже был у руля Тувинской Народной Республики. Пожалуйста, немножко расскажите о нем, о его биографии, где он родился и кем он был до ДНР. Ну, он родился в 1879 году в местечке Хеми, Тахошевна, ныне, насколько я помню, это Зунхеншцы, извините. Его еще в истории, в историографии о нем часто сохранилось, его еще назвали Хеминский мудрец. Он, кстати, был из того же Хошуна, что и Монгуш Виян Бадыргы, тем более был его ближайшим соратником. И, кстати, тоже был земляком Куларадон Дундука, из-за чего даже, можно сказать, что во второй половине 20-х годов был такой своеобразный триумвират трех представителей одного Хошуна во главе Тувинской Народной Республики. Он еще до образования Тувинской Народной Республики имел очень такую сильную репутацию, опять же, репутацию дипломата и организатора. Например, в 1918 году была же, после Октябрьской революции был же определенный период неопределенности. С высоты 21 века мы не особо стараемся вникать в то, что происходило между образованием ДНР и между Октябрьской революцией, говоря, что была просто гражданская война. На самом деле там действительно был такой сложный период попытки Тувы определиться со своими будущими союзниками. Как раз летом 1918 года был такой российско-тувинский съезд, где как раз тувинскую делегацию возглавлял Монгушни Мажаб. То есть уже тогда он был достаточно влиятельной и известной личностью. Тем более до этого он был одним из помощников Хайды Пылгырда, и позже его сын Монгуш Виян Бадыргы. И будучи делегатом Тувинского съезда, он, конечно, всецело поддержал позицию российского руководства на новые преобразования. То есть изначально тувинская сторона была не против изменения руководства в России. Тогда уже большевистской России. Но, к сожалению, последующая гражданская война, конечно, многие эти процессы затормозила. Вплоть до 1921 года был такой период, когда юридическое положение Тувы осталось неизвестным, так и решение того съезда 18 года оставалось таким непонятным. Что удивительно, еще тогда, летом 18 года, Монгушни Мажаб всецело потерял идею того, что Тува должна оставаться суверенной, независимой, но при этом оставаться под покровительством России. Но он был дипломатом, значит, не только он умел держать свои позиции перед СССР, но и перед Монголией и Китаем. Тогда еще СССР не было, но была только большевистская, советская Россия. Разумеется, в 1921 году, еще до Всетувинского съезда, решались вопросы о дипломатическом положении Тувы. Он, конечно же, был
как и Кулардан, в числе дипломатов, который встречался и с монгольской стороной, и с китайской стороной. Кстати, как ни странно, он, ну, в биографии Монгушем Нимажапа, как у Буян Бадыргы, есть моменты, когда его, ну, старались причислить к сторонникам китайских интервентов. Ну, на самом деле, как Буян Бадыр, он просто старался определиться с, ну, с возможными победителями. И, разумеется, когда ну, на вот Тукташском сражении выиграли красные партизаны под руководством Иннокентия Софьянова, он был в числе тех, кто, ну, решил поддержать именно его сторону. А Тукташ где находится, местечко? Ну... Цунхемчик, да? Не, здесь... Кызыльский. Это где село Кочетово, да? Потом? Нет? Ну, рядом. Рядом. Ну, то самое место, где произошло, ну, последнее крупное сражение с китайскими интервентами Ян Шичао. Очень интересно. И если он был таким послом, да, дипломатом, то откуда он получал знания? Где он учился? Ну, как и любого, ну, чиновника того времени, у него было буддийское образование. И, кстати, то есть, ну, не зря же его назвали мудрецом среди своих собственных земляков. И в каком-то смысле он был одним из таких, ну, опять же, советников, руководителей Тахошуна. В 21 году, после ну, Сетуинского съезда, кстати, в историографии, в основном в советской историографии, об этом говорится мало, но именно Монгуш Нимажап был одним из тех, кто стоял, ну, там, был одним из основателей Туинской народной революционной партии. Дело в том, что еще после Сетуинского съезда Сибревком, ну, Сибирский революционный комитет и райбюро ВКПБ Сибири, они предложили создание революционной партии в Туве. И как раз тогда шел параллельный процесс между, ну, так называемым, ну, элегистинской группой в Воинарском Хошоне, ныне в Тандынской, и между, так, ну, пикемской группировкой. Как раз в числе пикемских, точнее, пикемскую группу возглавлял Монгуш Нимажап, в то время как элегистинскую Оин Курседи. Ну, между ними была своеобразная, ну, они друг друга оппонировали. Ну, дело в том, что Курседи был представитель аратства, а Нимажап феодалов представитель. И, как ни странно, благодаря своему влиянию, авторитету, ему и удалось по большей части взять, ну, перехватить инициативу в свою руку. Под руководством пикемской группы, куда входили, ну, представители феодальной элиты, в том числе и Маадал Овсаносур, о котором мы поговорим в последующих передачах, сумели организовать в феврале 1922 года первый съезд Народной революционной партии. Как раз на этом съезде Нимажапа представили как, ну, секретаря Центрального комитета партии и как главу МИД, ну, Министерства иностранных дел. И он, наверное, участвовал в написании устава, да? Именно он, да, большую часть сделал. Ну, он написал и устав, и положение его, ну, членов партии. То есть фактически, ну, несмотря на то, что в советской историографии действительно принято считать, что Оин Курседи стоял, ну, во главе партии, реальная роль Монгуша Нимажапа, к сожалению, остается такой, ну, как сказать, недостаточно известной широкой общественности. Но благодаря вам мы будем знать и про Кулара Дондука, и про Монгуша Нимажапа, что были такие, на самом деле, выдающиеся личности в создании независимого государства. Для этого требуется дар управления, это требуется, ну, опять же, харизма, личностные качества. И Монгуш Нимажап, он, помимо того, что был у руля, да, как они вообще вели переписку? У меня сейчас только недавно был такой вопрос.
Как они писали устав, то есть на каком языке они писали устав? Ну, старомонгольском, потому что ну, это был тот язык, на котором они привыкли вести свое дело производства. И в архивах в основном все документы, они сохранены, да, вот на старомонгольском, можно прямо ознакомиться, нужно только знать язык. А вы, когда занимались вот, материалами, вы больше опирались на какие источники? То есть это были старомонгольские источники? Какие источники? Монгольский я совершенно не знаю, пользовался только переводами. И, кстати, очень хорошо вдохновлялся трудами Мангуси Сендаджи Чебайрола, который, к сожалению, в прошлом году его не стало. Да, его не стало. И Николая Михайловича Моллерова. Кстати, если всем, кому интересно, именно такая политическая история Тунисской Народной Республики, в первую очередь надо посмотреть на их работы. Особенно, конечно, Мангуси Сендаджи, так как он, будучи, философом по своему образованию, в отличие от историков, у него более, как сказать... Но у него формулировки очень интересные, необычные прям. Не просто формулировки, а взгляд на историю. У нас же более сухой взгляд у историков. Я просто сейчас, я на самом деле прочитала работу, вашу кандидатскую диссертацию, и если кто хочет ознакомиться с этой работой, вы можете прийти в научный архив Тувинского института гуманитарных исследований по улице Кочетова, 4, и в рукописном фонде, в научном архиве находится эта работа. Вы можете почитать, прийти, почитать, ознакомиться. С работами Николая Михайловича Мангуси Сендаджи все равно очень прошу ознакомиться также. Возвращаясь к Мангусю Немажапу, он, кстати, в предыдущей передаче мы говорили, что председатели правительства очень часто менялись до прихода Кулара Дундука. В отличие от этого, должность руководителя законодательного органа власти, председатель Малого Хурала, с 24 года, когда Малый Хурал был сформирован, его председателем с 24 по 29 был Мангуси Немажап. То есть так же, как и Дундук, он долгое время был фактически вторым лицом государства. При этом так уж совпало, что если председатель правительства до Дундука были, менялись из-за ротации, то он был более-менее уже таким стабильным и устоявшимся руководителем. Хотя тут следует еще сказать, что как таковой Малый Хурал появился все-таки позднее. До этого с большим перерывом был собран первый Великий Хурал 23-го. Или еще во втором, 24-м, когда стало очевидно, что Великий Хурал не может собираться периодически для решения важных вопросов. По Конституции они могли только раз в год. Чтобы замещать Великий Хурал, организовали Малый, который мог собраться чаще. Но все-таки я там прочитала, что именно Немажап съездил в Китай, и это был решающим шагом. Именно в каком плане для ТНР? Сохранение его суверенитета. Он, кстати, не только участвовал в переговорах с Китаем, он еще и участвовал в переговорах с Монголией в 1924 году. Он был активным участником подписания дипломатических отношений между ТНР и СССР в 1925-м и активным участником подписания аналогичного договора с Монголией в 1926 году. Туда ехала делегация, да? Основным руководителем делегации, конечно, был Кулар Дундук. Кулар Дундук, понятно. Как председатель правительства. Да, это очень важный шаг, утвердить свои позиции как молодое государство от больших государств, как СССР и Китай, потому что Тува тогда территориально она была небольшим государством, и сделать такие большие шаги, сделать такой прорыв, это требовался дальневидный взгляд на будущее. Тогда возникает вопрос, а если бы они продолжили свою работу, как
какое русло бы пошла вот ДНР, развитие ДНР? Ну, есть известное выражение: история не знает сослагательного наклонения. К сожалению, мы не можем сказать, как, ну, какой Произошло бы, вектор да? развития была бы у Тунисской Народной Республики. Ну, однозначно то, что в 29 году был, ну, такой, ну, печально известный левый разворот. Значительно усилились позиции таких, ну, левых сталинистов, ну, тех молодых руководителей, которые получили образование уже в Москве или же, ну, будучи сторонниками революционного движения молодежного, как в Монголии, так и в Туве. Был такой запрос на значительные перемены, потому что, ну, все-таки такие люди, как Мангуш Мажаб или Мангуш Буян Вадры, все-таки были представителями старой, уходящей эпохи. У них были немного консервативные взгляды. Они, ну, Мажаб, как ни странно, был одним из участников Сетуинского хурала 28 года. Даже был в числе, ну, входил в комитет по созданию тунисской письменности. Ну, в тот момент, когда основным организатором проекта был Монгуш Солтанчимит, буддийский лама. То есть по всем параметрам это явно был человек не, ну, таких радикальных революционных взглядов. Поэтому, когда начались крупные, ну, партийные государственные чистки, конечно, он тоже попал под эти чистки. И их поймали, сначала арестовали, потом какова была процедура? Ну, на самом этих деле, чисток? их не сразу арестовали. Вот, ну, в конце 1928 года, в декабре 1928 года, в Революционном союзе молодежи был очередной съезд, на котором было объявлено о том самом ну, левом развороте, о том, что надо бороться с пережитками феодального прошлого, избавляться от враждебных элементов, которые, ну, попали в ряды партии. В 1929 году был 8-й съезд Народной революционной партии, где как раз таки было объявлено о том, что надо проводить чистки. И в первых порах, после того, как Мангуш Мажаб, как и Мангуш Буян Вадры, лишились своих должностей и партийных билетов, они какое-то время были на свободе. Они спокойно, ну, и Буян Вадры, и Мажаб по разным свидетельствам занимались уже, ну, частной хозяйственной деятельностью, хотели создать свое собственное, ну, такое кооперативное хозяйство. Тогдашнем Даховщине, ныне современных химических общинах. Но, к сожалению, когда началась коллективизация, оказалось, что такие хозяйства, ну, довольно крупные и богатые хозяйства бывших феодалов, оказывались, ну, недопустимыми, ведь все имущество должно становиться коллективным. И именно в тот момент Буян Вадры и Мангуш Мажаб были, ну, взяты под арест. Ну, в первую очередь не как феодали, а как крупные частные хозяйственники. Но уже потом, когда они находились под следствием, произошли печальные известные, ну, народные волнения в 1930-1932 году против политики коллективизации. Но очевидно, что когда простых аратов, которые, ну, получали такое, ну, большое количество скота, ну, человеку, у которого было чуть меньше 100 голов овец, он же фактически считался бедняком, для них было сложно принять тот факт, что отныне их собственное имущество является, ну, коллективным. Из-за чего, конечно же, были недовольства, когда, ну, даже некоторых середняков почему-то назвали феодалами. Их лишали не только имущества, но и части их собственных прав. К тому же была и крупная антирелигиозная кампания, из-за которой, ну, в Хемских хашунах, Пейхеме, Терехольском хашуне, ну, как уже говорил в предыдущем выпуске прокурора Дундука, было несколько таких, ну, восстаний, которые были довольно жестко подавлены. Причем благодаря тому, что восстания были децентрализованы, их удалось легко локализовать и легко подавить. Но для новой власти они стали таким, ну, удобным поводом для того, чтобы обвинить в организации контрреволюционного движения представителей бывшей феодальной власти.
Как раз в марте 1932 года вышло печально известное постановление Центрального комитета партии о том, что бывших феодалов, руководителей восстания черно-желтых феодалов Монгуш Биян Бадыргын, Монгуш Немажав, Акулар Дундубка и многих других предлагалось приговорить к высшей мере наказания, смертной казни через расстрел. Что, конечно же, потом, в том же марте 1932 года было приведено в исполнение. Это был... И мы не знаем, где захоронены. Мы до сих пор не знаем, где были расстреляны феодалы. Есть множество разных теорий на этот счет. Тем более мы не знаем, где они захоронены. Как раз март 1932 год это был такой пик первой волны политических репрессий в Тувинской Народной Республике. Как раз это был тот самый пик, когда окончательно были уничтожены как физически, так и организационно представители прежней политической элиты, бывшие феодалы. Очень хорошо мы поняли, что есть. Вот есть волны, есть определенные личности. И в первую волну вошли крупные лидеры. И мы сегодня говорили о Монгуш Немажапе, который обучался в буддийском монастыре. И он был дипломатом, он был у руля создания Тувинской народной партии, у руля Тувинского народной республики. И мы очень рады, что Отук Юрьевич рассказал нам и рассказывать будет в будущем о наших лидерах, о тех людях, о которых мы хотели бы еще глубже знать, потому что есть куда ориентироваться, есть... Мой запрос. Просто это является... На самом деле это очень вдохновляет. Вдохновляет, когда ты слышишь, что были такие тувинские лидеры, которые боролись за правду, за справедливость, за развитие, за будущее. И это очень, на самом деле, радует. Спасибо вам, Отук Юрьевич, за такой интересный рассказ. Мы, на самом деле, очень жаждем слышать это. И будем говорить и продолжать вспоминать о наших лидерах. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. До свидания.